Железняку Михаилу Николаевичу в части, значит, вечной мерзлоты, как дополнение. Хорошо. Вот у нас Роза Васильевна еще тянет руку. Слышите? Да, слышим. По поводу чего хотели вы прокомментировать? Я по поводу защиты лесов, Алдана и Амги. Очень актуальный вопрос. Я понял. Тогда чуть попозже мы немножечко Хорошо. другую Спасибо. тему обсуждаем. Михаил Спасибо. Николаевич, пожалуйста, вам слово. У нас регламент, товарищи, все расписано. Да. Не поднимать руки. Железняк, директор Института мерзлотоведения имени Мельникова. Пожалуйста, мы вас видим и слышим. Все. Да. Здравствуйте еще раз. Мне очень приятно присутствовать на этом форуме. Очень радостно видеть знакомые лица и приятные незнакомые лица. Уважаемые коллеги, в первую очередь я хочу сказать, вот, продолжить тот разговор и тематику, которую поднял Владимир Михайлович, поднимает и наше правительство вот, о рациональном пользовании и охране мерзлоты. Значит, здесь вот что нужно по поводу лесов и сделать это в ближайшее время, которое не требует никакого отлагательства. Это, конечно же, нужен регламент по разработке лесов в криолитозоне. Объясню почему. Вот в настоящее время, вот в этом году очень большой резонанс такой общественный имела вот как раз разработка лесов в Алданском районе, в Амге. И хочу вам совершенно точно сказать, что делать этого в некоторых случаях нельзя. И нельзя не во всем амгинском участке, который выносится, а именно в нижних частях склонов. То есть нельзя делать вырубку лесов на ледовых комплексах. То есть где породы сложены ледовыми отложениями, это вызовет колоссальные природные катастрофы, связанные с активизацией процессов, экзогенных процессов, склоновых процессов. Ну и, наверное, одно из серьезных, вот если в Амге этот проект сохранить в полном моменте, мы с вами увидим речку Амгу через несколько лет, как реки, желтыми реками, как у нас стали Ганам, как у нас стала река Чара. Конечно, здесь нужно говорить о том, что вот разработка леса, вот промышленность лесная, она в Якутии должна развиваться. Но она не должна развиваться так, чтобы это полностью занимало вывоз леса, продажа его куда-то. Нет, совершенно верно. И поднята система домостроения. И, наверное, у нас в республике есть колоссальные, хорошие примеры, когда вот геолого-разведочные экспедиции создавали вот такие лесоперерабатывающие маленькие, будем говорить, ну, не заводики, а, наверное, компании, которые выпускали дома, буровые установки и так далее. Это вот Чаратокинская геолого-разведочная экспедиция, которая совершенно уникально использовала опыт геолого-разведки и лесов. Ну и хочется, конечно, сказать о том, что вот этот регламент, о котором я говорил в самом начале, он просто обязателен, и нужно понимать о том, что разрабатывать лес, я еще раз говорю, нужно, необходимо, но нельзя трогать те места, которые у нас будут в дальнейшем подвержены. Вот это сейчас в наши современные климатические условия совершенно четко показывает. Вот в Центральной Якутии, где у нас нет лесов, там интенсивно идут процессы термокарста. Вот лес является той колоссальной защитной полосой. Поэтому вот мы с вами живем в такое время, когда сейчас идет период потепления. Я думаю, что мы все с вами поживем и в период похолодания. Поэтому природа всегда изменялась и будет изменяться. И нам с вами нужно разработать правильные регламенты и подходы вот к нашим лесным богатствам. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Николаевич. Анастасия Олеговна, вопрос к вам в этой связи, если можно. Вот то, о чем Михаил Николаевич сказал. А у нас как-то вообще есть некое зонирование, да, вот где, наверное, не рекомендуется в принципе давать участки в аренду или осуществлять вырубку. Я имею в виду как раз то, о чем Михаил Николаевич говорил, именно зонирование, связанное с вечной мерзлотой, с ее сохранением. Да, безусловно, Николай Петрович. У нас, во-первых, если по данным брать ГЛР, то основная масса лесов – это ценные леса, да, из категории защитных лесов, которые на территории Якутии. Здесь уже ограничивается правовой режим пользования, в том числе связанный с заготовкой древесины, с проведением сплошных рубок, да, древесины по этим лесам. Плюс это резервные леса. Резервные леса – это там, где не планируется освоение лесов.
Но помимо того, что определенный правовой режим у нас устанавливается в целом лесном кодексе, все это возможно отрегулировать и в лесном плане, и в лесохозяйственном регламенте лесничества, которые принимаются на уровне субъекта. То есть если имеются научно обоснованные какие-то разработки по недопущению там рубок, что это все можно прописать в лесохозяйственном регламенте конкретного лесничества в отношении конкретного квартала, в отношении конкретного выдела. Спасибо большое. Ну, я вот думаю, Владимир Михайлович, если вы, как председатель комитета, так сказать, возьмете на себя организационную часть, я думаю, что это можно сделать и скорректировать каким-то образом, да, и чтобы Рослесхоз знал о позиции, там, например, того же самого Института межзлотоведения, где не рекомендуются те же самые... Николай Петрович, можно справку, да? Да. Существует правила заготовки лесов, согласно которых есть район зонирования. В Восточно-Сибирском мерзлотном районе, к которому относится Республика Саха-Якутия, сплошная вырубка запрещена. За сплошную вырубку возбуждаем просто уголовные дела. Речь идет о заготовке древесины по договорам купли-продажи спелых и приспелых лесов возрастом более 100 и 120 лет. Поэтому эти вещи, вырубку и заготовку, путать нельзя. Это совершенно разные вещи. Поэтому в мерзлотных районах сплошная вырубка, она запрещена действующими нормативными актами Российской Федерации. Николай Петрович, тогда тем более, да, что вот это вот все планируемое использование, договоры купли-продажи для среднего, малого собственных нужд, это все регулируется в лесном плане субъекта, поэтому здесь нужно посмотреть и коллегам отработать это все. Ну, тогда я немножко не понимаю озабоченность Михаила Николаевича относительно вот этой темы. Если все уже отрегулировано, тогда что мешает? Михаил Николаевич, прокомментируйте, может быть? Да, конечно. Я с удовольствием прокомментирую вот на тех примерах, которые уже подписаны и собираются к подготовке вот этих лес, там, вырубки лесов или заготовки лесов, как вы назовете это дело. Я еще раз говорю, когда касаются моменты, связанные вот с ледовым комплексом, никаких вырубок там проводить нежелательно, особенно в настоящий период. Мы сейчас говорим, что есть, оказывается, регламентирующие документы, так почему тогда поднимался этот вопрос и будировался там в общественности, что не делать вот этих заготовок в Амгинском районе? Я, кстати, вот не соглашусь с тем мнением, что если это мерзлота, то это на всей территории нельзя это делать. Да ничего подобного. Есть многолетние мерзлые породы с небольшим содержанием льда, на которых это делать все совершенно реально. А вот то, что мы говорим по Амге или по Алдану, я прошу это прощения. реально. Михаил Николаевич, прошу прощения. У меня тогда предложение, чтобы нам двигаться дальше. К вам просьба и к Владимиру Михайловичу. Дайте нам вот эти вот документы, и мы тогда посмотрим, и с Анастасией Олеговной по этому поводу поговорим, и с Хамином Милановичем проконсультируемся более подробно, да, там, о ситуации. Дайте вот эти документы и ваши там рекомендации, чтобы нам уже, что называется, ну, со всеми материалами в руках рассматривать эту тему. Хорошо? Хорошо, Николай Петрович, двигаемся дальше. Договорились.